Здравствуйте, дорогие татарстанцы и жители нашей столицы. С праздником вас, с Днем Республики! Этот праздник был утвержден 31 год назад Верховным Советом ТССР. В календаре это праздничный выходной. Весь день мы работали на главных площадках и в прямом эфире рассказывали о самых ярких моментах Дня Республики. И сейчас вся палитра дня в нашем итоговом выпуске. Как всегда креативно, Рустам Минниханов поздравил с Днем Республики татарстанцев в своем инстаграм. Президент выложил праздничный клип, совместное творчество телеканала ТНВ и танцевального ансамбля «Казань». Ради съемок творческая группа останавливала движение на мосту «Миллениум» и центральных улицах, взбиралась на крышу центра семьи «Казань». Все ради того, чтобы показать красоты столицы республики и поздравить татарстанцев. Клип уже набрал десятки тысяч просмотров. К поздравлениям в комментариях присоединились сотни людей. Вечером этот ролик ТНВ могут увидеть все зрители концерта у чаши. В официальном поздравлении Рустам Минниханов подчеркнул: Татарстан, являясь одним из опорных регионов нашего многонационального отечества, вносит весомый вклад в укрепление могущества страны, создание условий для повышения качества жизни людей. Это результат слаженной работы всех предприятий и организаций, всех ветвей и уровней власти, а также поддержки наших программ и проектов руководством страны и лично президентом России Владимиром Путиным. День Республики всех нас объединяет с прошлым, настоящим и будущим родной земли, говорится в поздравлении президента республики. Самым масштабным и зрелищным, как всегда, стал праздник гармонистов. У Камаловского театра собрались лучшие баянисты со всего Татарстана и регионов России и тысячи почитателей народных наигрышей. Кульминацией фестиваля стало шествие гармонистов по центральным улицам города, даря всем казанцам и гостям настроение. По ходу движения к гармонистам присоединились множество желающих. Вероника Гайнудинова про то, как фестиваль «Играй гармонь» превратился в народное шествие. На площади перед театром Камала 1000 гармонистов. Такое увидишь лишь раз в году. Здесь и самые юные, и самые возрастные виртуозы. Их объединила любовь к народной музыке. Я с детства прямо не могу без гармошки. И поэтому приехали на этот праздник. Это не просто концерт, а настоящий парад гармонистов. От театра они пошли по главной улице Баумана. Колонну возглавляет заслуженный артист Татарстана Фирдус Тимаев. Я сам играю уже с 4 лет на гармонии, поэтому для меня гармония – это вся моя жизнь, вся душа, как говорится. Гармонисты идут по центральным улицам вот такой большой колонной. Это, конечно, нечто. Зрелищно, красиво, громко. Сами в национальных костюмах играют национальные мотивы. Эх, тоже хочется пуститься в пляс. Танцуют все, от министра культуры Ирады Аюповой до роботов. Это очень замечательно, что столько народов собралось здесь. Пригласили всех национальностей. Многонациональная наша республика. С праздником всех! Я уже, наверное, 10-й раз приезжаю. С каждым разом еще лучше, веселее. Празднику «Играй гармонь» 36 лет. По традиции он проходит в День Республики и стал одним из самых любимых и масштабных. Каждый год хочется приходить, наслаждаться. Такое же настроение, танцевать хочется. Смотрите, сколько гармонистов по всей республике Татарстан могли собрать. Здесь, знаете, не только мелодия, то есть гармошковый инструмент играет. Здесь воистину вместе все душа играет у всех. Так парад гармонистов, баянистов и туристов дошел до Спасской башни Кремля. Гармонь объединила всех. Вероника Гайнудинова, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. В эти минуты эпицентром народных гуляний стал центр семьи Казань. Тысячи любителей музыки пришли послушать своих кумиров. Это звезды татарской эстрады, а также известные группы Brainstorm и Крем-Сода. И там, конечно, все в ожидании уникального фейерверка. В этом году это настоящее пиромузыкальное представление. За всем происходящим следит Салават Мухаммадуллин. Салават, как тебе атмосфера у чаши?
Добрый вечер, коллеги. Прямо сейчас, в центре семьи Казан 1000 человек. Атмосфера, вот если скажу, что праздничная, наверное, будет немного банальная, но при этом максимально честная. Здесь казанцы, гости города из районов Татарстана и других регионов нашей страны. Специально к празднику здесь построили вот такую огромную сцену с 2 экранами, специальными подиумами для колонок и камер. И прямо в эти минуты сейчас на ней выступает заслуженный артист республики Ришат Тухватуллин. Отличная возможность послушать его вживую. Давайте ею воспользуемся. Концертная программа началась еще в 18 часов и ни на минуту не приостанавливалась. Здесь выступают эстрадные коллективы, певцы, певицы и танцоры. При этом зрителей с каждой минуты становится только больше. И нельзя не отметить, что всем повезло с погодой. Плюс 18 – идеальная температура для такого вечера. И вот я вижу, что сейчас сюда подходит заслуженный артист республики Артур Исламов. Здравствуйте, Артур. С праздником. Вы уже успели поздравить татарстанцев с этой сцены, с праздником. Расскажите, с какими чувствами вы выступали? Да, действительно хочется поздравить всех татарстанцев с Днем Республики, казанцев с Днем города. Огромное получил удовольствие. Видите, какая прекрасная музыкальная публика сегодня собралась. Наши поклонники нашего творчества спели сегодня наши любимые песни вместе, получили огромное удовольствие и качали, получили большой драйв. Татарстан алга как? Татарстан алга, татар алга. Еще один вопрос. Знаете группу «Крем-сода»? Нет. Честно, никаких больше вечеринок нет? Нет. Ну ладно, сегодня есть отличный шанс познакомиться с нею. Спасибо вам большое, что нашли время. С праздником вас. Спасибо, с праздником. К чему это мы о «Крем-соде»? Все потому, что это один из хедлайнеров сегодняшнего вечера. Российская группа появится на сцене примерно через час. Также здесь мы ждем заслуженного артиста Татарстана Фердуса Тимаева и группу Brainstorm, которая выступит ближе к завершению, а значит примерно в 10 часов вечера. Так что у всех, у кого еще есть возможности и время, есть шанс приехать сюда и вот такой вот атмосфере отметить День Республики. Коллеги, передаю вам слова. Спасибо, Салават. А мы еще немного поговорим про уникальность салюта. Сегодня Болгар-радиусы главные по музыкальному сопровождению праздничного салюта над Казанью. В этом году впервые в истории залпы красочного фейерверка будут взрываться под мелодии нашей радиостанции. Чтобы услышать и увидеть такое необычное сочетание, зрителям нужно присоединиться к волнам Болгар-радиуса. Лучшие точки для просмотра музыкального фейерверка – это набережная Кремля и центр семьи Казан. Начало в 10 вечера. Мы приглашаем настроиться на волну 91,5 FM в Казани для того, чтобы получить удовольствие от просмотра и прослушивания этого спектакля. Как и положено в день рождения, татарстанцы получают многочисленные подарки. У жителей Казани их сегодня было не сосчитать. Новые парки, отремонтированные дворы, ключи новоселам и большинство открытий прошли при личном участии Рустама Минниханова. Давайте посмотрим, как это было. Столько гостей в самом обыкновенном дворе на Чуйкова 25. Такое возможно только на День Республики. Открытие после капремонта здесь ждали. Благодарность жителей абсолютно искренняя. Детские спортплощадки, зоны отдыха и новые коммуникации. Двор, если честно, не узнать. Вообще поменялось, все очень красиво, уютно. До 60-х годов здесь была деревня Савиново. Эту особенность учли при создании малых архитектурных форм, поэтому здесь деревенская тематика и много дерева. Келешек бір 3-4 жылда республика бойынша бұл программаны тормышқа ашырабыз. Иша алды ол кішенен ертен тұрғашта шыққан орны. Күндіз ол шунда була һәм кишен һәрберебездә шушы иша алды ашак иге кайтабыз. Такие дворы, на таких жителей в этих дворах равняется вся страна. Поэтому тот пример, который вы будете показывать в содержании, в уходе, в любви к своему двору, будут принимать и другие дворы всей нашей страны. Совсем неподалеку, за корпусами 7-й городской больницы, другой праздник – долгожданное открытие парка у Малого Чайкового озера.
Подняли наверх, сделали вдоль носа. Территорию здесь теперь не узнать. Баскетбольная площадка для людей на колясках, современные тренажеры, крытый пирс, зона для лекций и мастер-классов. Президент уверен, с такой инфраструктурой и больные на поправку будут идти быстрее. Здравствуйте, как вы? Ничего. Получше? Справляемся. Да, ничего, вон такие девушки, нельзя не поправиться. В порядок привели и сам водоем. Со дна извлекли более 5000 тонн ила, а вокруг положили асфальт и проложили беговую дорожку с мягким покрытием. Парковая зона полностью оборудована для людей с ограниченными возможностями. Для нас здесь все сделано, все предусмотрено. И выезды, и въезды, все здесь замечательно. Нам понравилось. Открытие этого парка с нетерпением ждали жители близлежащих домов, которые теперь смогут гулять здесь со своими детьми. И как нас сегодня заверили в Минздраве, для них доступ сюда будет совершенно свободным с 7 утра до 7 вечера. Шикарный двор. Двойной праздник сегодня отмечают и дольщики казанского ЖК МЧС. Их дом долгострой наконец-то сдали. На новоселье пришел президент республики. Сразу после поздравлений Рустам Минниханов ставит новую задачу. Нам нужно здесь еще строить школу, садик. В планах это есть, мы все это знаем. Я знаю, что вы и тогда обращались. Значит, эти вопросы будут решены. Самое главное, вот дом можно уже раскладушку взять. Вода есть, это есть, уже можно начать жить. В День города в столице появилось новое памятное место. В доме на Большой Красной, в котором жила удивительная семейная пара, выдающийся писатель Кавин Аджми и известная советская детская писательница и переводчица Сарвар Адгамова установили мемориальную табличку. Ее изготовили по проекту знаменитого скульптора Зураба Церетели. В довоенные годы Кавин Аджми возглавлял Союз писателей ТССР. После войны внес неоценимый вклад в реабилитацию находящихся в опале татарских писателей. Суверенитет турында декларация кабул иткән көнебез бит инде. Үзебезнең хукукларыбыз турында бөтен дөньяга, бөтен Россиягә, бөтен Союзга шул чагында декларация кабул итеп, без әйттек турыдан-туры. Без бу ала торган хукукларны тормышка ашырачакбыз дип. Аллага шөкер, шул чагында Россиядән кала бит без икенче булып үзебезнең хукукларыбыз турында җиткердек. Россиягә, Союзга ул чагында, бөтен дөньяга шуны аклыйбыз бит. Тик зур рәхмәт әйтәсем килә барыбызга да, бөтен татарстанларга шушындай бәйрәм көнне. Барыбызга да исәнлек, саулык, иминлек без булдырабыз. Кавин Аджми и Сарвар Адгамова, которые внесли огромный свой вклад в историю нашей нации, нашей республики. Я искренне всех вас поздравляю. Благодарю тех людей, которые были инициаторами этого процесса. На торжественную церемонию к дому бабушки и дедушки сегодня приехала и внучка Кавин Аджми и Сарвар Адгамовой Гузаль Нижмединова. Чувствую радость от того, что такое событие наконец-то совершается. Во-вторых, я чувствую огромную гордость, что мои корни идут из такого рода и ни одного, потому что дедушкины и бабушкины генеалогии, они прослежены до 16 века. Вы можете понаблюдать. В День республики торжественно открыли и новые участки набережной Казанки. На первом от Национальной библиотеки до моста «Миллениум» появились спортивные площадки. Открылись еще 4 новых прохода с улицы Подложная. Президенту показали проект аудиоинсталляции «Речные ворота». На втором участке от Кремля до Кировской дамбы появились новые пешеходные зоны, шезлонги и зеленый амфитеатр. По соседству с набережной, на радость жителям, по сути, новый центр уличной культуры. Это крытая часть экстрим-парка «Урам», чтобы тренироваться круглый год. Юлия Гоголева, Ильшат Мухаметов, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. Рев моторов, запах резины и трюки на больших скоростях. Байкерский фестиваль «Два Кремля», стартовавший в Москве, финиширует у Казанского Кремля. Он собрал 600 любителей мотоциклов, байкеров со всей страны, а также из-за рубежа. В программе показательные выступления и мастер-классы, в том числе по управлению мотоциклом в ограниченном пространстве. В 3 часа железные кони отправились на ипподром на скачке. Во главе колонны президент Рустам Минниханов.
Скачки проводятся на приз президента Татарстана. Ежегодно собирают тысячи любителей этого вида спорта. Ведь именно в Казань в эти дни съезжаются лучшие скакуны страны. В этот раз 30. Рамиль Шайдуллин расскажет, кто взял главный приз. Это скачки в День Республики. Стало доброй традицией, что Рустам Минниханов приезжает на них за рулем железного коня. Вот и сегодня он приехал на мотоцикле, а сразу после ему показали урожай этого года. По одной команде, одним общим потоком эти породистые скакуны бегут изо всех сил. Сегодня самые престижные скачки, которые бывают раз в год. И вот призовые скачки. Можно попробовать подержать Кубок чемпиона. Ну, довольно увесистый такой. Айбулат Шайхутдинов не в первый раз поднимает весомые награды. Это Кубок лучшего жокея. Им он стал в прошлом году и вот снова повторил успех. И еще бы, с 9 лет в седле. Я занимаюсь 5 лет. Чаще всего занимаюсь на лошади татарской породы. Такое большое мероприятие, то есть на сегодняшний день участвуют 173 лошади. Это на сегодняшний день очень большой заезд. Сегодня очень плотная программа такая. Очень много лошадей, то есть насыщенная такая программа будет. Очень интересное мероприятие. На сегодняшний день со всех районов принимает участие. Перед заездами всех скакунов можно рассмотреть вблизи, потому что их выводят в специально отведенный для этого падок. Вот их можно буквально коснуться рукой. И это, наверное, единственная такая возможность, потому что ни во время, ни после скачек к этим красавцам просто так не подойти. В центре внимания публики сегодня сразу две крупные скачки на призы президента Татарстана и Ахмада Кадырова, которому в этом году могло бы исполниться 70. Классный ипподром, город классный, хороший. И скачки хорошие бывают. И каждый год вот этот вот день 30-го выступаем. Замечательная сказка, но болеем за наших лошадей, которые именно с нурласской лошадью участвуют в этих гонках. И вот отец просто рад, и ему как под впечатлением. Впервые в жизни, за 68 лет, говорит, я первый раз в таком принимаю участие. Кубок президента республики завоевал жокей компании «Зюзеев нефть» Станислав Гончаров. Сильная гонка, все теснились, все ехали плотно, все. Ну, все хотели выиграть. Я сам готовил этого коня, рано вставал, и получаешь, когда такой результат. Ну, очень приятно. Кроме главных состязаний, скакуны боролись и за другие отдельные призы. Кубок ипподрома, призы Федерации коневодства, Министерства сельского хозяйства. Общий призовой фонд – 8 миллионов рублей. Рамиль Шайдуллин, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Татарский инди-фолк, рок и авангардная электроника. Такая необычная музыка сегодня весь день в Казанском Кремле. На 5 локациях здесь проходит Таткультфест. Это арт-перформансы, необычные театральные постановки, фильмы местных режиссеров, дизайнерские вещи и национальные блюда. Чем удивил фестиваль в этом году, знает Рамиль Галиуллин. Живая музыка от жанров поп и R&B до рэпа и авангардной электроники. Так вся территория Казанского Кремля сегодня превратилась в площадку для фестиваля новой татарской культуры Таткультфест. Послушать альтернативную музыку заглянул и президент Рустам Минниханов. По пути посмотрел товары местного маркетплейса. Фишка этого фестиваля – коллаборация местных музыкантов со звездами российской альтернативной сцены. Так, казанская группа «Шану», играющая джаз на чувашском, объединилась с Сергеем Клевенским, московским исполнителем на духовых. Я получил просто море удовольствия от игры и взаимодействия с «Шану». Потрясающие музыканты, космический уровень, и мне очень было удобно, комфортно и радостно играть с этой группой. Для меня это ощущение праздника всегда. Потому что всегда атмосфера воодушевления. Наверное, это еще из-за того, что локация именно в Кремле. Таткультфест проходит в 4-й раз. Сегодня на празднике сразу 3 сцены и 100 артистов. В этом году увеличилось не только количество музыкантов, расширили и интерактивы. Для детей площадка от Шаян ТВ. Так что занятия по душе мог найти каждый. Необычная музыка, которую, я думаю, надо знать. Нужно слушать этих ребят и давать им возможность выступить. Мы приехали из Турции. Каждый год пытаемся попасть на этот праздник замечательный, на День Республики, на День Казани. Нам очень нравится, очень весело и с большими эмоциями каждый год уезжаем отсюда. Фестиваль продлится до позднего вечера. Рамиль Галиуллин, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань.
Сенной базар в центре столицы и казанское полотенце как символ дружбы народов. Тысячи горожан и гостей города сегодня пришли в Старо-Татарскую Слободу, чтобы окунуться в атмосферу национального праздника. Сюда пришли в татарской одежде 18 века. Каждый попытался привнести в свой современный костюм деталь с национальным колоритом. Объединил всех музыкальный фестиваль «Казан-Сельгесе». Алия Хайрудинова закружилась в атмосфере праздника. Здесь, на берегу Кабана, как и в далеком 18 веке, раскинулся сенной базар. Торговые ряды пестрят национальной одеждой, украшениями, ручной вышивкой. Идут сюда и себя показать, и людей посмотреть. Во-первых, это красиво. Во-вторых, это, наверное, от наших предков уже как-то передается с глубины веков. Очень красиво и воспоминания душевные какие-то. Это единение с моим народом. Я татарка и горжусь этим. И приобщаю детей тоже к этому. Национальная одежда уже который год в тренде. Спрос растет, отмечают производители. Популярность сенного базара тому подтверждение. Ассортимент растет, и появляются новые производители, и много новых изделий, аксессуаров, сумочки, украшения, какие-то атрибуты национальные. От сенного базара можно сразу оказаться на фестивале «Казанское полотенце». Сегодня здесь представители 30 регионов со всей России, стран ближнего и дальнего зарубежья. И, конечно же, это по-настоящему многонациональная площадка. Татарстан, Казахстан, Башкортостан, Саратовская, Самарская, Тульская области, Воронеж, Воркута, Канада. 600 заявок, 4000 участников. Это встреча всех коллективов. И вот сейчас уже мы здороваемся с другими участниками, с которыми мы в том году познакомились. Казан-Сельгесе, казанское полотенце, собирает именно любителей народной музыки. Поэтому этот праздник без нас не может пройти. Поэтому мы и здесь. 6-й по счету конкурс-фестиваль успел полюбиться и гостям праздника. Когда я смотрю на свои национальные татарские пляски, танцы, слушаю моего года песни именно. Мне вот это очень нравится. Иногда сижу, плачу. Очень интересная площадка. Она действительно, вот как Казан-Сельгесе, это как бы дорога в Казань. Мы уже олицетворяем это вот полотенце вышитое. Это дорога, которая выстлана, значит, дорога в Казань, в наш многонациональный такой дружелюбный город. Судя по масштабу, Казань – перекресток дорог, где встречаются разные культуры, дополняя и обогащая друг друга. Алия Хайрудинова, Вадим Илларионов, ТНВ, Казань. На площади перед театром Камала прошел большой праздничный концерт лауреатов и победителей 8-го фестиваля «Наше время» Безнен Заман. Творческий подарок ко Дню Республики сделала работающая молодежь Татарстана. В этом году фестиваль посвящен Году родных языков и народного единства. На концерте зрителям представили песни и танцы разных народов мира. Выступили сотрудники крупных предприятий республики: Казань-Оргсинтеза, Нижнекамск-нефтехима, Казанских авиационного и порохового заводов, Аммония, Зеленодольского судостроительного. Сегодняшний фестиваль – замечательное проявление социальной политики Республики Татарстан. С 2013 года реализуется этот замечательный фестиваль при поддержке президента Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Минниханова. Творческий человек, он творческий во всем, в том числе и в работе. Вот как раз вот этот фестиваль и демонстрирует. Те, кто на сцене, они творческие в работе. Они по-другому уже относятся к жизни, к работе, к семье. Огромная честь выступать на такой сцене в такой день. И каждый год мы с благодарностью принимаем приглашение. У нас самая классная республика, самые приятные жители, потому что в нашей республике все ориентировано на местное население, на развитие культуры, на инфраструктуру. До праздничного салюта еще есть время, а под открытым небом Казани уже готовится прогреметь оперный фестиваль «Казанская осень». На сцене Государственный симфонический оркестр Татарстана и маэстро Александр Сладковский. Сейчас на площадке работает наш корреспондент Алия Хайрудинова. Алия, какой музыкой будут наслаждаться казанцы и гости столицы? Алексей, Лина, добрый праздничный вечер. Мы сейчас находимся рядом с Дворцом земледельцев. На самом деле в Казани еще лето. И жители, и сами гости с жадностью вдыхают последние капли лета. А здесь уже настоящая золотая осень. Дело в том, что буквально через несколько минут здесь начнется уже ставший традиционным оперный фестиваль под открытым небом «Казанская осень». Прозвучат произведения Моцарта, Россини, Римского-Корсакова, Чайковского и многих других. Хедлайнерами, конечно же,
станет Государственный симфонический оркестр, сам маэстро Александр Сладковский, а также ожидаются гости из Большого театра. Это Мария Баракова и Дмитрий Чеблыков. Сами же гости, они вот прибывают и прибывают, вы можете видеть их за моей спиной. Говорят, что симфоническая музыка под открытым небом звучит особенно торжественно. Давайте их послушаем. Классическая музыка – это классика, это искусство, Россия, и этим гордится. У нас достаточно много и композиторов, и исполнителей. Шаляпин, который родился в Казани. Мне очень нравится слушать такую музыку, и в этот раз я пришел опять же сюда, чтобы насладиться прекрасной музыкой в хорошую погоду. На самом деле опера – это частичка моей души. Я учусь в Казанской консерватории, на вокалистку. Пришла набраться опыта, послушать как, что, где. Но мы с ребятами каждый год так приходим. На самом деле у Государственного симфонического оркестра сегодня два повода, чтобы праздновать. Первый – это, конечно же, День Республики, а второй – именно сегодня оркестр вписали в почетную книгу города Казани. Есть, конечно, повод праздновать и играть еще более воодушевленно. Мы пока остаемся здесь и ждем начала фестиваля. Всех приглашаю. Этот день мы должны провести вместе. Алексей, Лина, слово вам. Спасибо, Алия. Спасибо, Алия. Действительно, вместе. И можно даже под музыку. Кстати, Лин, ты много знаешь песен про нашу республику, про Татарстан. Ну, первое, что приходит мне в голову, думаю, как и многим, это «Мин яратам сине Татарстан» Салаватом. Отлично. А можешь спеть? Могу, но лучше все-таки давайте послушаем ее в оригинале. Тем более, что наша редакция составила целый топ-5 песен, которые могут рассказать о республике вместо 1000 слов. Давайте послушаем. Кукмарские валенки, КамАЗ, Шимардан и путешествие в Мамадыш. Такое сочетание, наверное, в первый и последний раз можно встретить только в этой песне. Самый молодой трек нашего топа – это «Малай на белом барсе» в исполнении певицы Лейны. Кстати, появился он ровно 2 года назад, перед Днем Республики. Татарстан, булдрабас, береге. Малай на белом барсе, малай на белом барсе. Кажется мне принцем на коне, малай на белом барсе, малай на белом барсе. Кажется мне принцем на коне. Песня «Обладатель» 4-й строчки нашего топа появилась на свет ровно за 40 лет до того, как мы услышали «Малай на белом барсе». Исполнителя тогда называли «Татарский соловей». Песня рассказала всему Союзу о Казани, клип покорил всех телезрителей, а певец – сердца тысяч женщин Советского Союза. Многие, наверное, уже догадались, это Ренат Ибрагимов с песней «Наш город». Мы любим наш с тобою старый город, который вечно и красив и молод. И потому ли он еще нам дорог, что здесь мы встретились с тобой. Текст песни только из имен и фамилий. Такой уникальный трек выпустила в 2004 году певица Супер Алиса. Название говорит само за себя. Татарстан супер год. Кстати, в прошлом году вышел ремикс этой песни уже с новыми именами. Рустам Миниханов, Гарифулина Аида, Яхина Гузель, Гарипова Дина, Тимати Нурминский, Рашид Нургалиев, Зарипов Данис, Разиль Далиев. 8, 7, 6, 5. Самая популярная татарская песня в караоке. Самый популярный комментарий на ее клип звучит так: «Я русский. Ни слова в этой песне не понимаю, не могу ее слушать тихо, только на полную катушку». Композитор – уфимец Урал Рашитов, исполнительница Василя Фаттахова. В 2015 году во время открытия чемпионата мира по водным видам спорта эту песню услышал весь мир. Туган якка юл тутамын, туган як, туган як. Иң гүзәл газиз якка, туган як, туган як. Это тот случай, когда выбор обладателя первого места был самым легким. Без этой песни не обходится ни одно крупное мероприятие в республике, начиная от официальных, заканчивая свадьбами. Некоторые считают ее неофициальным гимном современного Татарстана. В 2008 году автор и исполнитель получили за нее премию имени Габдуллы Тукая. Итак, победитель нашего чарта Салават Фатхетдинов с песней «Мин яратам сине Татарстан».
Yandırlarım için yaratan. Ну что ж, вот так красочно, многообразно, по-настоящему душевно проходит сегодняшний праздник, День Республики. Еще раз поздравляем вас и желаем вам всего самого доброго. До новых встреч.